На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Государство на основе традиционных ценностей. Идейно-политические проблемы восстановления абхазской государственности на современном этапе обсудили участники круглого стола в Сухуме. Необходимо найти форму, чтобы адыги могли получать абхазское гражданство в упрощенной форме. Об этом заявил Адгур Ардзенба в ходе открытого заседания Высшего совета Абхазского народного движения. Сборная Абхазии по футболу в 2023-м примет участие в чемпионате Европы КНИФА в Северном Кипре. Состоялась церемония награждения по итогам футбольного сезона. Начнем с официальной хроники. Президент Аслан Бжани поздравил генерального директора Росатома Алексея Лихачева с юбилеем. Президент Абхазии выразил признательность Росатому за поддержку значимых для народа республики просветительских инициатив. Благодаря им дети в различных городах и селах республики могут учиться в созданных корпорацией Росатом атом-классах и приобщаться к современным методикам обучения и научным достижениям. Аслан Бжани выразил надежду на продолжение плодотворного взаимодействия Абхазии с госкорпорацией Росатом и пожелал ее руководителю крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в работе. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил главу администрации города Сухум Беслана Эшба с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: «Сегодня под вашим руководством наращиваются усилия, направленные на социально-экономическое развитие нашей столицы, ее благоустройство, укрепление сотрудничества с городами-побратимами. Депутаты Народного собрания парламента республики искренне заинтересованы в успешном решении задач, стоящих перед вами, как главу администрации города Сухум. Уверены, что большинство из них может быть решено нашими совместными усилиями». Конец цитаты. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил главу администрации Сухума Беслана Эшба с 55-летием. Премьер-министр пожелал Эшба успехов в работе и благополучия. «Вы опытный, энергичный руководитель, и я уверен, что сумеете добиться хороших результатов по существенному улучшению положения в столице, в ее экономике, внешнем облике, благоустройстве. Со своей стороны правительство будет содействовать вам в этой нелегкой работе», сказал Александр Анкваб. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзенба направил поздравительную телеграмму по случаю юбилея Беслана Эшба. «Искренне желаю успехов в достижении всех поставленных целей, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», отмечается в частности в телеграмме. О внешней политике. Депутаты Национальной ассамблеи Никарагуа надеются на создание в парламенте Абхазии депутатской группы дружбы, которая способствовала бы укреплению связей между странами. Об этом на встрече со спикером Лашей Ашуба рассказал посол республики в Никарагуа Инар Ладария. Ашуба в свою очередь отметил, что Народное собрание готово развивать межпарламентское сотрудничество с Никарагуа. Активизацию сотрудничества в рамках подписанных соглашений, в частности в торгово-экономической сфере, обсудили временный поверенный в делах Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мохаммед Али с директором Департамента связи и протокола Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР господином Анфаунаном Аль-Найб. Также был затронут ряд соглашений, подписание которых запланировано в ходе намеченного на первый квартал 2023-го заседания Совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Господин Аль-Найб подчеркнул стратегическую важность развития двусторонних отношений и выразил готовность оказывать всестороннее содействие дипломатической миссии Абхазии в Сирии. Государство на основе традиционных ценностей. Идейно-политические проблемы восстановления абхазской государственности на современном этапе обсудили участники круглого стола, организованного общественной организацией «Абхазская национальная конференция». В нем приняли участие представители научной и творческой интеллигенции, политики, общественные деятели. Слово Надежде Боровиковой. Круглый стол на тему идейно-политические проблемы восстановления абхазской государственности на современном этапе открыл руководитель общественной организации «Абхазская национальная конференция», кандидат исторических наук Гурам Гумба. Он подчеркнул, что государство строится в соответствии с социально-экономическим, политическим, культурным состоянием и потребностями для создания условий поступательного развития народа. Одним из обязательных критериев является наличие элиты с единым мировоззрением. Я думаю, что мы не только еще не восстановили абхазскую государственность, не только не
начали. Я думаю, что даже понимания о необходимости восстановления абхазской государственности до сих пор нет, отметил Гурам Гумба. Сегодня что мы строим? Да? Если мы имеем экономическую базу, то есть такой гибрид социалистических и капиталистических систем. Гибрид такой, да, вот происходит, это непонятно. Политическая структура, если мы, что мы сейчас, в принципе, политические структуры, если мы имеем то же самое, у нас идет такая, да, активная интеграция в соседние государства политически. Наша культура, она, как и в Советском Союзе, сегодня выполняет курортно-сервисные функции. Мы можем говорить, что в абхазском государстве в основе лежит абхазская культура, что мы говорим, что восстанавливаем, значит, государственность. Мы можем говорить, если абхазское государство, почему не функционирует язык в абхазском государстве. Замдекана исторического факультета АГУ, кандидат исторических наук Виктор Авицба выступил с докладом на тему правового аспекта строительства государства. Он отметил, что традиционное право абхазов сохранилось по сей день, несмотря на давление сначала Российской империи, а затем и Советского Союза. Виктор Авицба подчеркнул, что является сторонником использования элементов традиционного права в современном судопроизводстве. Здесь вот я хочу зачитать то, что писал, то есть Юрий Гудисович, прекрасно вы знаете, вот он в статье вот по данной проблеме вот и говорил: мы далеки от мысли, что успешные примеры действия народной дипломатии в прошлом можно автоматически переносить в современность, поскольку участники исторических событий всегда были современны для своего времени. Понятно, вот если мы как там попытаемся или будем пытаться, что вот у нас такая традиция была, вот как было, если мы будем просто брать оттуда и вводить без изучения, без каких-то корректировок и так далее, вот возможно будет совсем ситуация, которая непоправимая. Но вводить надо. Надо вот где возможно. Сразу это в уголовный кодекс или там и другой процессуальный кодекс и так далее, целиком менять и приспосабливать и так далее, наверное, невозможно будет. Но какие-то элементы, где возможно, понемножку это надо начинать и не медлить, потому что чем дальше, тем становится сложнее. Историк, научный сотрудник АБЕГИ Руслан Гошба согласился, что традиционное право абхазов справедливо и даже милосердно. Например, смертная казнь не применялась даже в случае тяжких преступлений. Какое самое страшное преступление у абхазцев? Назову два первых. Сейчас не буду играть в загадки. Первое – это богохульство, то есть тикум изгоняли с Абхазии. Второе – измена Родины. Еще, вот самый, и поэтому там были, конечно, там воровство скота, угон лошадей, но их быстро решали. А это были страшные преступления, которые наказывались изгнанием навечно из Родины. Не убивали. Потом с позором. Я к чему говорю? Есть шикарный у нас закон, вот Виктор Яхацкий, он сидит 20 лет в теме. Я уже лет 20 об этом не говорил. Но я знаю, что несколько диссертаций по этой теме защищено на Ростулаге, Апсныги, на Шачаги. Так что надо работать, надо издавать, надо привлекать молодежь. Ты очень хорошо сказал, как ее о внедрении в жизнь нужно несколько тем подготовить, поручить и работать. Предприниматель, общественный и политический деятель Ливан Мика отметил, что особенностью абхазской правовой системы всегда было совмещение прецедентного и римского права. Сегодня наша судебная система не пользуется безусловным авторитетом в обществе, потому что по похожим делам принимаются разные решения под влиянием разных факторов, будь то коррупция или телефонное право, подчеркнул Ливан Мика. С чего бы можно было бы начать в этом плане и какие шаги сделать? Я думаю, это вот есть практика досудебных разбирательств, в котором можно было бы использовать элементы традиционного нашего права, которое является частью мировой традиционной судебной системы и правовой системы, так сказать, правовой системы. Вы знаете, когда происходит какой-то конфликт, или у нас говорят, как будем решать, по-абхазски или по закону. Вот чтобы этого дуализма не было, по-абхазски и по закону, чтобы было одно, это вообще должна быть единая система правовая. Да? Абхазский закон должен быть
не должен противоречить основным принципам абхазского мировоззрения. Общественный и политический деятель Аслан Басария считает, что грядет крах капитализма и глобализации. На наших глазах происходит разрушение международных институтов. Некоторые страны закрываются в свои национальные квартиры, возвращаются к истокам, понимая, что глобализм не сработал. В данное время нам нужно сосредоточиться на построении своего государства, уверен Аслан Басария. Нам нужно сосредоточиться на идеологии. У нас очень часто в обществе звучит, что нам нужны лидеры какие-то и так далее. Ни один лидер не решит тех задач, которые должны реализовывать мы все вместе. На самом деле форм очень много в мире, и не только партийных форм. Они есть. Есть религиозные организации, есть союзы племен. В разной стране по-разному. Мне кажется, нам не нужно бояться отличаться. Нам не нужно бояться отличаться. Это, на мой взгляд, такой вот основной постулат. И хочу в этом отношении маленький пример привести из своей жизни. Будучи студентом в Москве, значит, проходя по улице Тверская, я обратил внимание на газету, в ларьке продавалась газета, где крупными буквами было написано «Демократия по-абхазски». Я, естественно, побежал к этому ларьку, приобрел эту газету и начал читать. Значит, все сводилось, статья, огромная статья сводилась к тому, что, наконец, в России по аналогии с Советом Старейшим учредили общественную палату. Буквально через месяца два в Абхазии появилась общественная палата. Смешно. Институты демократии в традиционной форме в Абхазии существовали очень давно. Участники круглого стола продолжили обсуждение идей и предложений по восстановлению абхазской государственности на основе традиционных ценностей. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Необходимо найти форму, чтобы наши братья-адыги могли получать абхазское гражданство в упрощенной форме. В этом убежден председатель Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Отчет о поездке на Северный Кавказ и внутриполитическая ситуация в республике оказались в центре внимания открытого заседания Высшего совета Абхазского народного движения. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и члены Высшего совета организации Роман Кочарава и Амар Смыр на минувшей неделе находились с визитом на Северном Кавказе. По возвращении они поделились с коллегами впечатлениями и соображениями по поводу дальнейших контактов с братскими народами. По мнению Адгура Ардзинба, было бы неплохо процесс репатриации развернуть в сторону Северного Кавказа, так как то, что происходит в этой сфере сегодня, вызывает большие вопросы. Всех нас вместе, адыго-абхазской группы, народов, которые проживают в Абхазии и в Российской Федерации, не говоря уже о тех, кто проживает в Турции и других странах, только вот этот ареал, нас больше 840 тысяч человек. Когда мы говорим о репатриации, я думаю, что перенаправить часть средств или энергии в направлении по Северному Кавказу тоже будет правильно. У нас есть закон о гражданстве. В статье 5 этого закона написано: лица абхазской национальности, в кавычках абаза, вне зависимости от их места проживания, наличия у них гражданства иностранного государства, являются гражданами Абхазии. Да? То есть мы абазинам автоматически выдаем гражданство по праву, значит, рождения, по праву национальности. Но если мы, как абхазы, принадлежим к абхазо-адыгской группе народов, это же неоспоримый факт. Почему в законе о гражданстве у нас нет ни одного слова адыг, кабардинец, черкес? Я не говорю, что там кардинально надо взять все и поменять. Но найти форму, по которой наши братья-адыги, черкесы, могли бы получать гражданство Абхазии в упрощенной форме или что-то иное, я считаю, что это давно назревшая тема. По мнению Ардзинба, на Северном Кавказе есть крупный бизнес, который мог бы инвестировать в развитие различных отраслей в нашей стране. Кроме того, необходимо больше общаться и для развития культурных связей. Сегодня этими процессами активно заняты грузины, и это настораживает Абхазское народное движение. Хочу вам сказать, что грузины очень активно осваивают это направление. Тема геноцида черкесского народа является доминирующей, спекулятивной. В 2011 году в грузинский парламент 20 мая признал геноцид черкесского народа.
В том же году был создан в Тбилиси Центр черкесской культуры, там, мемориал. То есть эта тема, она очень, скажем, прямо рабочая на Северном Кавказе. По словам Махра Ариставы, еще много лет назад на Северном Кавказе было желание открыть представительство Абхазии, но в Абхазии так и не откликнулись на эту инициативу. Я достоверно знаю, что были обращения и при Рауле Джунковиче по поводу открытия, значит, представительства Абхазии были, есть документы, да. Значит, сейчас есть наши ребята, которые стараются поддерживать отношения, ставят вопросы об открытии этих центров. Валерий Аржбан в том, что касается вопроса репатриации, уверен, необходимо не просто раздавать жилье и землю, а обеспечивать еще и какой-то перспективой. Он уехал, продал квартиру и ушел. А как было с абазинами? В Пицунде дали участки, они половину там распродали, половину продали, уехали. Надо помимо гражданства еще другие какие-то документальные акты какие-то составить, чтобы они так просто не разбрасывались. Это раз, те, кто приедет. А у нас, например, около 30 человек, молодых людей, еще молодых людей, которые имеют жен, которые имеют 2-3 детей, живут на съемных квартирах. Вон в новом районе, если помните, там целый подъезд, они готовы были сами отремонтировать, чтобы им дали квартиры, им не дали там квартиры. В общем, много проблем тут, понимаете, очень много взаимосвязанного. По гражданству, конечно, я готов. Можно, конечно, и кабардинцам, типа адыгейцам, тем более черкесам, абазинам, всем можно, конечно, давать, помимо абазин. По мнению депутата 6-го созыва Алхаса Джинджоля, поправки в закон о гражданстве могут ввести в Абхазии режим наибольшего благоприятствования для народов Северного Кавказа. Так как все они граждане России, то, получая абхазский паспорт, они вместе с ним получат возможность проходить обязательную военную службу в абхазской армии. В настоящее время этот фактор может сыграть в пользу приобретения гражданства Абхазии. Этим укрепится и состав вооруженных сил нашей страны. Что вокруг творится, все помните, вопросы призыва стали очень болезненными, например, на Северном Кавказе. Не хочу сейчас это комментировать, и так все знаете, еще не так поймут. Почему не помочь нашим братьям, если мы их братьями считаем? А по мнению еще одного экс-депутата, в Абхазию не нужно возвращать репатриантов. Они приедут сами, если Абхазия будет привлекательной и перспективной страной. Именно над этим и нужно работать сегодня, считает Леонид Чамаго. Сюда без нашего приглашения приедут. И приедет очень много людей, в том числе абхазов из Турции, когда здесь будет устойчивая, процветающая экономика и государство с понятными законами. А так, вот мое личное мнение, еще раз говорю, пусть никто на меня не обижается, не критикуя никого, если мы эти деньги направили бы на внутренние ресурсы, 200 с чем-то миллионов рублей, нам хватило бы для того, чтобы на 10-15% враждаемость поднять внутри Абхазии. На заседании обсуждались также и текущие политические вопросы. Самый актуальный из них – это президентский вариант реформ – допустить возможность распуска парламента. Что, по мнению Адгура Ардзинба, попытка усмирить парламент, который мешает главе государства претворять в жизнь все его инициативы. А также расследование и хищение средств при ремонте высоковольтной линии Ачгуара. Абхазское народное движение недоумевает, почему до сих пор не выполнено поручение президента Аслана Бжания провести проверку. Вот здесь, в этом зале, 16 ноября мы со своим коллегой презентовали, если так можно выразиться, документы, ясно говорящие о том, что закупки по ремонту этой линии были произведены с существенным превышением рыночной стоимости. Существенным, в 2, в 3, а то и более раза. Мы эти документы опубликовали, передали в прокуратуру. В тот же день глава государства 16 ноября дал всей правоохранительной системе Абхазии срок 15 дней. Прошло 1,5 месяца. До сегодняшнего дня решения никакого мы не видим, не знаем. Ну, скажем, если мягко, это очередное поручение президента, которое
проигнорировала вся система. Проблемы сохранения и развития абхазского языка, демографию обсуждали на открытом заседании Высшего совета Абхазского народного движения и множество других актуальных вопросов. По итогам обсуждения по некоторым из них будут приняты решения и предприняты действия для претворения в жизнь. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Туризм и рейтинги. Минтуризма провело опрос с целью выявления основных приоритетов в работе туристских фирм, востребованности абхазских курортов у граждан России, активного бронирования на проведение новогодних каникул в Абхазии. По информации Минтуризма, в топе спроса находятся отели Сухума и Гагры. Россотрудничество выступает за развитие образовательного туризма в Абхазии. Круглый стол на тему «Образовательный туризм в Абхазии. Возможности, перспективы, решения» провело представительство Россотрудничества в республике в пятницу. Открывая мероприятие, руководитель представительства Дмитрий Федотов отметил, что у региона в России есть большое желание привозить детей на отдых в Абхазию и приглашать ребят из Абхазии к себе. Круглый стол на тему «Приоритетные направления государственной молодежной политики в Абхазии», организованной общественной организацией «Ассоциация молодежи Абхазии» АПЕЙПШ, состоялся на площадке медиацентра МИД. Все участники круглого стола поддержали инициативу взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций, реализующих молодежную политику, и подчеркнули важность эффективного взаимодействия в целях достижения качественных результатов. Руководитель АПЕЙПШ Саид Куланба поделился планами на 2023 год. Друзья, коллеги, приветствую вас. Очень рад вас здесь видеть. И я с удовольствием хочу анонсировать всем, что в начале 2023 года мы проводим большую презентацию. Мы открываем заново нашу организацию, уже под другим названием. Совсем недавно у нас прошло общее собрание, где было принято решение переименовать общественную организацию «Авангард» на новое название, а именно Ассоциация молодежи Абхазии АПЕЙПШ. И в 2023 году, в начале 2023 года, мы проводим большую презентацию с участием первых лиц нашего государства. Мы выработали определенный список рекомендаций, что касается нормативно-правовых актов, что касается кадрового вопроса. Мы подготовили некоторые системные площадки, которые нам очень нужны для реализации государственной молодежной политики. Я считаю, что это принесет огромную пользу нашей стране. Но я уверен, что это все сработает. Но одной маленькой детали там не хватает, и это почему мы сегодня здесь собрались, это взаимодействие всех тех органов, ведомств, которые работают так или иначе в сфере молодежной политики. Здесь, разумеется, находятся далеко не все, но я считаю, самая активная аудитория находится там. Нормативно-правовые акты, то есть надо, чтобы какое-то положение регулировало это взаимодействие. Мы должны с чего-то отходить, мы должны ставить перед собой определенные задачи, которые мы должны делать, разрабатывать концепцию о том, как мы это все будем реализовывать. Это тоже очень важно. И пока все идет по плану, мы это планируем делать в 2023 году. Мы как общественная организация, понятное дело, мы не можем сейчас свалить все на государственный условный комитет. Им тоже огромная помощь, нужна консультативная помощь, мы ее тоже будем оказывать. И я думаю, что совместно, благодаря таким площадкам, мы разработаем это все. Мы подготовили огромный вопрос работы. Весь этот год мы готовили все нормативно-правовые акты, пересмотрели еще раз. Мы это все будем представлять. Осталось вот за малым делом. Это нам всем вместе взаимодействовать, и это вот единым фронтом, так скажу, донести всю эту информацию правильно до всех, до всего нашего народа, чтобы обратили внимание на этот вопрос. Широкий спектр вопросов обеспечения общественной безопасности обсудили заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуо с начальником полиции города Сочи Александром Папановым. Встреча состоялась в рамках взаимодействия, предусмотренного соглашением между Министерством внутренних дел Абхазии и Министерством внутренних дел России о сотрудничестве органов внутренних дел. Среди наиболее актуальных проблема обеспечения дорожной безопасности. Было отмечено, что проблема дорожного движения остро встает как перед государством, так и перед обществом в целом. Замминистра Чкадуо подчеркнул, что профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий сегодня остаются важной задачей МВД и лежит в основе работы дорожно-патрульных служб в Абхазии. После дискуссии замминистра Беслан Чкадуо и члены абхазской делегации воочию ознакомились с работой госавтоинспекции Сочи. Целью нашей встречи является изучение опыта по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка, а также оказание консультативной и практической помощи в сфере предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
Данная встреча проходит в рамках взаимодействия, межведомственного взаимодействия между МВД Российской Федерации и МВД Республики Абхазия. Для нас очень важен тот опыт, который сегодня имеет Государственная автомобильная инспекция города Сочи, формы, методы ее применения. И уверены, что данный опыт пригодится нам для внедрения на территории нашей страны, для снижения аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения. Опубликовано заключение уполномоченной по правам человека о нарушении конституционных прав гражданки В. Зантария, включая право на доступ к правосудию. Данное заключение направлено в Верховный суд, Квалификационную коллегию судей, Министерство юстиции, Народному собранию, парламенту республики. Как отмечается в тексте, заключение по жилищному делу Зантария содержит анализ существенных нарушений норм материального и процессуального права, допущенных судом первой инстанции и президиумом Верховного суда, и приведших к нарушению прав и законных интересов Зантария. По мнению омбудсмена, постановление президиума Верховного суда не обеспечило восстановление длящегося нарушения жилищных прав, в том числе право на исполнение судебного решения, защиту от произвола органа исполнительной власти в лице администрации города Сухум, которая на протяжении почти 30 лет не выполняет своих обязательств перед гражданкой Зантария. Более того, препятствует восстановлению ее нарушенных жилищных прав. С полным текстом заключения уполномоченной по правам человека о нарушении конституционных прав гражданки Зантария можно ознакомиться на официальных ресурсах омбудсмена. За многолетнюю и плодотворную работу в энергетической отрасли, высокий профессионализм указом президента Абхазии Аслана Бжания почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено Ревазу Абшилава, Нури Агрба, Геннадию Адлейба, Атари Ригвава, Ироду Чачхалия. 23 декабря свой день рождения отмечает ветеран Отечественной войны народа Абхазии, член Общественного совета при Министерстве иностранных дел республики Тимур Гулия. С днем рождения его поздравляет медиацентр МИД Абхазии. Переводы Виталия Шария, рассказов абхазского писателя Анатолия Лагула удостоены специального почетного диплома премии Фазиля Искандера в номинации «Переводы». Жюри Международной премии имени Искандера определило лауреатов 2022 года в 5 номинациях. Так, в номинации «Сюжет существования. Художественная проза» Александр Мелехов, в номинации «Формула розы. Поэзия» Наталья Лесковская, в номинации «Дерево детства. Детская и подростковая литература» Павел Кринев и Виктория Татур и другие. Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза», являющийся неоднократным лауреатом и победителем фольклорных конкурсов, представил абхазским зрителям свой ежегодный отчетный концерт на сцене Абхазской госфилармонии. Хореографический коллектив представил зрителям лучшие номера репертуара ансамбля, абхазские танцы, танец мухаджиров, шуточные и обрядовые танцы, чеченские переплясы, армянские, казачьи и другие. 24 декабря, в день рождения известного абхазского художника Александра Шервашидзе Чачба, при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшира запускается телевизионный проект, посвященный 155-летию мастера. Выпуск 1. Александр Шервашидзе Чачба. История абхазской коллекции. Автор проекта и ведущая Эльвира Арсалия. Гость, заведующая фондом сестер Бубновых Аза Аргун. В этом году исполняется 155 лет со дня рождения известного абхазского художника Александра Шервашидзе Чачба. Сценограф императорских театров, художник легендарных дягилевских сезонов, член объединения мира искусства. Наш телевизионный проект посвящен тому, чтобы еще раз вспомнить, каким он был. Человек неординарной судьбы, сильного характера и большого таланта. Телевизионный проект, посвященный 155-летию абхазского художника Александра Шервашидзе Чачба, смотрите в эфире Абаза ТВ в субботу, 24 декабря. А в нашем воскресном эфире смотрите очередной выпуск проекта «Амта Ялнахас». Гость студии – советский абхазский скульптор, член Союзов художников Республики Абхазия и России, народный художник Абхазии Виталий Джения.
Сборная Абхазии по футболу в 2023 году примет участие в чемпионате Европы КНИФА в Северном Кипре. Об этом заявил глава Федерации футбола Республики Тарач Хагба на церемонии награждения по итогам футбольного сезона. Торжественная церемония награждения победителей и призеров 29-го чемпионата Абхазии по футболу сезона 2022, победителей и призеров первого чемпионата Абхазии среди сельских команд и победителей и призеров любительской футбольной лиги сезона 2022 состоялась в Абхазской госфилармонии. Все основные номинации за гудаутским клубом «Рица». Подробности смотрите в рубрике «Амшахтыс» в репортаже Фаины Мато. Команда из Пицунды стала победителем первенства Республики Абхазия по волейболу среди школьников, сообщает пресс-служба Госкомспорта со ссылкой на Федерацию волейбола Абхазии. В турнире участвовали 7 команд. По итогам финальных игр первое место за командой из Пицунды. Серебряным призером первенства стала Сухумская команда. Третье место у команды из Ачандары. И о погоде. В выходные дни 24 и 25 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 8 до 13 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!